Хайрлыкен, дуфтар, добрый день, дорогие друзья. Бет хезден красивый башкирский ягный матур башкир телепроектын давам етебит. Продолжаем тему имена существительные. Принадлежность имен существительных и семдердин и олег зата. А с Юлей мы будем учить новые слова, применяя наши пройденные правила. Продолжайте участвовать в нашем проекте. Прежде чем перейти к новой теме, посмотрим видео, которое вы записали, выполняя домашнюю работу. Хамагас. Итак, мое следующее домашнее задание и новая тема – имя существительное. Активные слова. Эсей – мама. Атай – папа. Алатай – дедушка. Элесей – бабушка. Огай – старший брат. Апай – старшая сестра. Кысты – младший брат. Хенгле – сестренка. Хатанам – моя жена. Ирем – мой муж. Казам – моя дочь. Улам – мой сын. Туан – родственники. Якше, рахмет. С каждым разом все лучше и лучше получается у вас видео. Напоминаю, что самый активный телезритель и прилежный ученик получит приз – телевизор. Что для этого нужно? Быть подписанными на нас в социальных сетях, смотреть нашу передачу на канале Башкортостан-24 и выполнять все домашние задания. А записи видео с домашними заданиями отправляйте на номер WhatsApp 8 927 304 50 05. В русском языке принадлежность обозначается при помощи притяжательных местоимений «мой отец», «твоя книга» и так далее. Аналогичные местоимения имеются в башкирском языке. «Минен» – «мой», «хинен» – «твой», «унен» – «его», «ее», «безен» – «наш», «хезден» – «ваш», «улардан» – «их», «минен» – «атай», «мой отец», «хинен» – «китаб», «твоя книга». Однако в башкирском языке помимо этих местоимений для обозначения принадлежности употребляется особое притяжательное окончание. Первое с помощью окончания принадлежности, которые по значению соответствуют русским притяжательным местоимениям. Мой, твой, его и так далее. Например, калям – карандаш, калямым – мой карандаш. Үй – дом, үйгүт – ваш дом. Второе. В башкирском языке значение принадлежности может выражаться также в параллельном употреблении формы принадлежности и личных местоимений. Эсей – мама. Эсейим – минен эсейим. Минен эсей – это все моя мама переводится. Сагат – часы. Сагатем – минен сагатем. Минен сагат – мои часы. И третий вариант. Значение принадлежности может выражаться также и с прибавлением окончаний «нк», «нк» с фономорфологическими вариантами «нк», «нк», «дк», 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 «тк», «тк», «ток», «тук», «зк», 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 к слову, обозначающим у предмет владения. «Эсейзеке» – то, что принадлежит матери. «Атайзеке» – принадлежит отцу. Минике – мой. Хинеке – твой. Каланыке принадлежит городу. Ауылдыке принадлежит деревне. Хайрлыкен, Юлия. Салям, Гүлназ. Хәлдәрің нисек? Әйбәт кенә, рәхмәт. Һинең хәләр? Минең хәлдәрем дә бик яхшы. На том уроке мы проходили тему «семья». То есть на башкирском языке узнавали, как будет мама, папа, дедушка, Бабушка, брат, и сестра, так далее, дочь брат, и сестра сын. и так далее. Давай мы с тобой сегодня повторим. Так, значит, папа, Атай, мама, асәй, бабушка, өләсәй, әләсәй, дедушка, алатай. алатай, да, апай, Апай – это тетя, агай, ага – это дядя. ну да, старший брат или Старший дядя брат можно, да. Кустым, Кустем, я забыла. младший Младший брат. братик, да. Вот у меня есть Кустем. Вот, видишь. И есть у нас еще сестренка. Помнишь, как будет? Хен, Хен, лем, хенлем, хен, лем. хенлем. И теперь давай сегодня мы будем с тобой учиться, показывать, что это вот именно твоя сестренка или чья-то и так далее, по местоимениям. То есть моя, мама, мой. Минен, эсәй. Минен, эсей. Твоя мама будет. Хинен, эсәй. Хинен, эсей. Его, ее мама.
А, Унын, Унен асей. унын асяхы. Асехе. Мгм. Мгм. Также вот эти местоимения можно заменить окончаниями. То есть асяем. Асаем. Мгм. Асаем — это когда я говорю про свою маму. Да, это Асаем. Да. Вместо того, чтобы сказать минен асай. да. Можно и так, и Асаем. так. Мгм. Чтобы, А ну, когда я легче. говорю про твою маму? Хинен, асяен. Хинен асаен. Или же просто асяен. Асаен. Мгм. То есть это- энговое окончание да, добавляется. Да, да. То есть это Асаен. как раз обозначает, что это моя мама. Асаем, асаен. Ага. Мгм. Это- А его или их? Унын асяхы. Асяхы. Это Нен чья-то. асахе. Да, Это чья-то. да. Асахе. Мгм. Здесь вот другое окончание. То есть давай попробуем сейчас слово атай также. Дай. Мгм. Скажи. Атаем. Мгм. Это когда мой. Мгм. Атаен — это когда твой. Атае. Атае — это когда чей-то папа, вот Да. их папа. Да, Мгм. и чей-то папа. Молодец. Давай младший брат. Вот как Куста. кусте. Кустаем, Кустам. кустем, Мгм. кустен Мгм. и кусте. Х. Кустехе. Да. Это всё. когда чей-то. Да, это когда чей-то уже пусто. Юля, спасибо, что пришла на урок. Я надеюсь, ты что-то сегодня полезное узнала для себя. Рахмет. Рахмет Гульнас, я теперь точно буду обращаться еще дополнительно к своим родственникам и постараюсь попрактиковаться. Рахмет. Ярхаубулуктар. Хаубалагет. А теперь домашняя работа нашим телезрителям. Повторить все пройденные темы и записать видео перевод с русского на башкирский. Это принадлежит отцу, маме, сестре, брату, жене, мужу. Моя мама, моя бабушка, моя сестренка, мой братик, твоя мама, сестра, жена, твой муж, дед, его жена, ее муж, ее сын или дочь, родственник. Это все надо будет перевести на башкирский язык. И напоминаю, что самый активный телезритель и прилежный ученик получит приз — телевизор. Что для этого нужно? Быть подписанными на нас в социальных сетях, смотреть нашу передачу на канале Башкортостан-24 и выполнить все домашние задания. А записи видео с домашними заданиями отправляйте на номер WhatsApp 8 927 304 50 05. Хаубулагат. До следующих встреч!